прошлом выпуске Агашсу. Агашсу. Просто нужно на осетинском рассказать о себе, да? Фандарашт. Это еще меня бабушка научила говорить. Давайте что-нибудь новое. На каком уровне вы владеете осетинским языком? И сегодня ребята научились рассказывать о себе. Телепроект «Ансон Ирон». Бабонта Хорш. Агашсу. Вы были на кастинге телепроекта на осетинском языке, согласно Фалварен. Хочу сказать, что вы справились, учитывая, что вам не надо было становиться участниками телепроекта, вам надо было просто показать полученные знания. Примените их на практике. Поделитесь впечатлениями. Ну, я хочу сказать, это было для меня, конечно же, таким нелегким испытанием, так как я никогда нигде себя не представлял на осетинском языке. Тем более в репертуаре моем было не так уж много слов, чтобы рассказать о своей личности, что я умею. Но было неплохо. Скажи, тебе было сложно рассказывать о себе на осетинском языке? Нет, мне не было сложно. Была сложность в том, что я знаю мало осетинских слов, и поэтому все мысли, которые я хотел сказать, я не мог изложить полностью. А было легко в том плане, что я работаю на этом канале, и я знаю тех людей, с кем я разговариваю, и вот этот барьер стеснения для меня был не особо таким значимым. Надеюсь, в дальнейшем я коллег буду удивлять. Надеюсь, я тоже. Мадина, поделись впечатлениями. Было сложно именно в плане стеснения и в плане грамматики. Как бы слова знаю, а связать их в диалог не могу. Вот единственная проблема была. Угу. Это все решается практикой. Да. Чем больше практики, тем легче. Да, легче. Вова? Ну, было очень сложно, если честно. Я думал, что самое сложное будет занятие — это знакомиться, но оказалось не так. Но благо у меня под рукой был блокнот, который помогал мне. Я думаю, без него бы я не справился. Ну, я надеюсь, в следующий раз ты будешь все-таки без блокнота. Постараюсь. Хорошо, давайте перейдем к теме нашего урока. Каждый день мы совершаем покупки, мы покупаем продукты, одежду, книги. Походы в магазины, супермаркеты, рынки – неотъемлемая часть нашей жизни. Об этом мы сегодня и поговорим. Тема у нас Алханинакта – покупки. Шоппинг. Ажуаржен шоппинг. И начнем мы с числительного, ибо надо знать, сколько мы покупаем и насколько. А нам не скажут, за сколько можно купить весь мир? Числительный у нас до 10. Давайте посчитаем. Значит, ил, два, арта, сепар, фонс, ахшеш, авт, ашт, фарашт, даш. И здесь я вам хочу привести в пример одно пожелание, которое можно часто услышать на осетинской свадьбе. Фарн, фарн, фарн вам, наверное, знакомо. Авдлапуй, амаюц ахсашчеш. Давайте разберем. Авдлапуя. 7 мальчиков, амаюц ахсашчеш. И одна голубоглазая девочка. Замечательно. И одна синеглазая девочка. Хорошо. Я надеюсь, вы успели записать числительные. Далее у нас существительные. Дукани, магазин. Я надеюсь, мы будем покупать фрукты для сока. Что-то опять много слов. Дабон хорш, агашсу. Арх – цена. Чинек – книга. Зул – хлеб. Ахшир – молоко. Картофель. Помидор – помидор. Фатко – яблоко. Члауи – слива. Эти существительные имеют отношение к теме нашего урока. Если мы хотим назвать количество предмета, то мы сперва называем количество, допустим, 7 авд. Далее существительное авд, зу, ле. Существительное у нас в родительном падеже, у которого окончание «эй». Вы должны помнить с прошлых уроков. Скоро мы будем изучать падежи более подробно. Еще раз. Фонс, картофе, арта, помидор. Давайте попробуем привести примеры. Амиран? Цепар, фатко. Ага. Так, цепар – это неправильное произношение. Цепар. Цепар, фатко. Окончание фаткое. Фаткое. Да, потому что заканчивается на гласный
Гласные, согласные. Привет, школа. Я не согласный. Поэтому окончание «е», фаткое «е», члауи «е». Мгм. Помидор-то. Помидоры. Вот. Помидоры. Помидоры. Хорошее замечание. Дело в том, что независимо от количества предметов, сам предмет остается в единственном числе. То есть мы не говорим авдзулта или дашкартовта. Нет, дашкартов, дуазул, артапомидоры и так далее. Ясно? Ясно. Так, Мадина, твой пример. Рта чинг. Ага. Так, Чин. и здесь мне надо сказать о том, что в родительном падеже «г» переходит в «дж», чередуется. То есть, Чинг. ага, еще раз. Рта чинг. Тынхорш. Вова. Юдзу. Ага. Ты пошел по пути наименьшего сопротивления. Давай, пусть будет их несколько. Рта. Ахширая. Ахшира. Арта ахширы. А мы можем сказать про молоко, что его три. Три чего? Нет, Ага. не можем. Так, давай тогда, что мы можем сказать про молоко? В чем измеряется молоко? В бутылки или литры? В литрах. Так, литр, так и будет литр. Давай скажем, 3 литра молока. Литр также будет носить? Да. Рта, литр, ахшира. Отлично. Ахшир уже не склоняется, потому что у тебя склоняется здесь литры. Угу. Арта, литры, ахшир. В единственном числе. И здесь обязательно надо сказать о множественном числе существительного. Множественное число существительного образуется с помощью суффикса «т». Только суффикс «т». И окончание при этом во множественном числе именительного падежа «э». Допустим, дукани. Добавляем суффикс «т» и окончание «э». У нас получается дуканите. Далее. Зул попробуй образовать Мадина. Множественное. Зулта. Угу. Вова, возьми картоф. Картофта. Ага. И здесь О меняется на чередуется. И здесь у нас получается тогда картофта. Амран, Помидор-то. Тунхош. У любого предмета есть признаки, а за признаки у нас отвечает прилагательное миногон. И сегодня у нас несколько прилагательных. Хорш – хороший, авжар – плохой, харжат – вкусный, ачен – сладкий, машт – горький. Машт шоколад, атчин чай. Помните, как в той песне знаменитой? Ашлам – дешевый, женар – дорогой. Давайте назовем пару примеров прилагательного с существительным. И здесь имейте в виду, что прилагательное обычно стоит перед существительным, то есть хоржлапу. Давайте попробуем Вова. Авжар, помидор. Авжар, помидор, хорж. Мадина. Ашлам зул. Ага. Амиран. Женарх. Мевшумар. Ждар. Могу ли я употребить слово «женарх» как «дорогой друг»? Или это все-таки именно оценочная какая-то? Но чаще используется именно в определении «дорогой, дешевый». Но лучше использовать его чаще в понимании «жнарх чингута», «жнарх архта». Здесь еще важен такой момент, что и одно яблоко атчен, атчен фатко, и много яблок тоже атчен, атчен фаткота. То есть то, что существительное во множественном числе, это никак не влияет на прилагательное, оно не меняется. Давайте попробуем привести примеры. Начнем с Амирана. Берешь прилагательное и к нему существительное во множественном числе. Харжат Челауита. О, ты опять твердо сказал. Харжат Челауита. О, харжат, члавита, хорш. Мадина. Хорш лапута. Хорш. Угу. Аджен, помидор-то. Аджин, помидор-то. Смотри, ты произнес аджин, как будто тут только д, а дж нет. Аджин.
Аджин. Вот, ачин помидор-то. Угу, хор. Вы, наверное, устали, но у нас еще не все, у нас еще глаголы по теме урока непосредственно. Так, канын – делать, уайканын – продавать, алханын – покупать, авжарын – выбирать, хашин – нести, манкауа – мне надо, Манкауа, морима. авармын – ратмын – дайте мне. Здесь хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. И первый момент – это глагол уайканын. Он состоит из двух частей, из именной части и глагольной. Они пишутся всегда раздельно, но это считается одним словом. Далее, у нас тут есть пару клише. Манкао – мне надо, авармын, ратмын – дайте мне. Давайте приведем примеры. Покупать яблоки, Мадина. Алханын фаткута. Произношение. Здесь у нас не алханын фаткута. Какие тонкости. Алханын фаткута. Хорошо. Постарайся теперь не выделять этот звук еще раз. Алханын фаткута. Ты хорш. Так, Амиран. Хашан картофта. Картофта. О, Вова. Авжаран зулта. Арахлеб жаржзу. Часто выбираешь хлеб. Да. Ну, авжаран помидор-то. Я просто слишком часто помидор-то говорю, я из-за этого думал, что нельзя. Попробуем с клише поработать. Значит, манкао дуазула. Даутасы као. А тебе что надо? Манкао чинак. Маннакао чинак, манкао зиза. Хорш, Мадина, даутасы као. Манкауэ ил фатко. Хорш, Вова, даутасы као. Манкава арта литра ахшар. Ахшер, хорш. Тартар. Вы должны были записать клише авармын, ратмын, дайте мне. Глагол в единственном числе, но я перевела его как «дайте мне». Почему? Потому что независимо от возраста, пола, статуса собеседника, мы обращаемся к нему в единственном числе. То есть я скажу авармын фаткута и человеку старшего возраста, и младшего, и ровеснику. Но вежливость в разговоре никто не отменял, тем более в разговоре со старшим. Уроки вежливости на проекте Ансон Ирон. Да хоржихай. Ирон аудзурыш. Поэтому мы используем да хоржахай, пожалуйста, или будьте добры, табуавщи, пожалуйста, тоже, и нисайтыхай, не за что. Вы заметили, что и да хоржахай, и табуавщи переводится как пожалуйста, но разница в том, что они используются в разных ситуациях. Мы сейчас попробуем ситуацию проиграть. Я не люблю проигрывать. Давайте выиграем диалог. Вова, попроси у меня планшет. Дахоржагай планшет. Давай, будьте добры, дайте мне планшет. Дахоржахай авармын планшет. А ну-ка. Дахоржагай аварман планшет. Ага, я тебе даю планшет, ты говоришь Бужник. спасибо. Бужник. Я тут отвечаю табуавщи, пожалуйста. То есть это, пожалуйста, табуавщи мы используем в ответ на благодарность. А здесь в нельзя просьбе. сказать, да? Табуавщи аварман планшет. Нет. Дахоржахай авармын планшет. Давайте попробуем диалог проиграть, да? Мадина пришла к Амирану и просит что-то или, может, покупает. Дахоржахай авармын ил фатко. Угу. Табуавши. Угу. Хорш. Вова, попроси у Амирана ручку. Дахоржагай аварман ручка. Табуавши. Ага, хорошо, Да, да. ручка. И дахоржахай мы можем использовать как в начале предложения, так и в конце. Будет правильно сказать дахоржахай авармын фаткута и авармын фаткута дахоржахай. Амиран, попробуй попросить у Мадины блокнот. Аварман да блокнот дахоржахай. Бужник. Нисайтыхай. О, тынхорш. На этом у нас еще не все. У нас еще вопросительные местоимения.
совсем немного. Чи – кто, с – что, кут – как, кам – где, кадам – куда, саш – сал – сколько. Попробуем составить пару вопросов. Да? Чи сало бажарма. Чи уаржи... Как будет меня? Чи уаржи ман ашваржин. Бажарма – это? Базар. Да, рынок, базар. Мадина, попробуй составить какой-нибудь вопрос. С уаржен. Ты себя спрашиваешь, что я люблю? С уаржиш. Да, вар. Ага. С уаржиш. Хож, Мадина. Вова. Спроси Мамирана, где он учится. Кам ахурканан. Ахурканаш. О, хорошо. Так, Аж на ахуркана. хорж. Если вы захотите узнать, сколько стоит, что-то, вы можете спросить: Сашканы фаткуты килограмм. Понятно? Сашканы фаткуты килограмм. Или саяргшты фаткута. Сколько стоят яблоки? Ну что, на этом у нас все. Теперь самое интересное – фолваран. И задание к третьему уроку – совершить покупки согласно списку, который у вас на столе. Список чего? Канцтоваров. Подробно вы его изучите перед выполнением задания. Список у вас есть, как общаться мы практически уже научились. Для этих покупок нужны не только деньги, но и слова. Но с деньгами было проще. Удачного вам шопинга. На щенут. Харжахшах. Половина слов из этого списка участникам проекта неизвестна. Это для того, чтобы ребята импровизировали и самостоятельно нашли значение этих слов. Смотрим. В общем, на входе мне дали специальный список с продуктами, специальный, 250 рублей, чтобы я смог на них купить эти продукты. Правда, половину из этого списка я не понимаю. Например, что такое урызы, что такое нурыках. Но звучит как фрукты. Пойдемте. Урыза. Это картофчина, это мы знаем, этого не надо. Так, картофчин еще, картоф. Ага, вот тут, думаю, может будет урыза. Салам. Со старшими желательно здороваться, используя дабон, хорж или байрай, но не шалам. Это приветствие уместно в разговоре с ровесником, с другом, одноклассником, соседом. Подчеркну еще раз, что независимо от возраста и статуса собеседника мы используем единственное число и в приветствии, и в обращении. Неправильно сказать старшему, если он один, уабонта хорж, только дабон хорж. Иждан Ишдам. рта урызы. А урыза вы можете показать мне? Так это была морковка. Как меня сразу на родное это потянуло. Можно нам аримаман рта урызы? О. Заметили, что владею. Сашкана. Морковки у нас 3, значит мы в вопросе используем множественное число. Сашканенс. 35. На 40 рублей. Так, вот это вам. Вы знаете, я только что понял, что торговцы, они очень хитрые. Я попросил его всего лишь 3 морковки, он дал мне самые большие. Я теперь не знаю, что с ними делать. И теперь я буду торговаться. Сегодня мы пришли на рынок закупаться продуктами. Вот у меня есть список алханинок-то. Так, давайте начнем. Нам нужно купить фаткота, кардо, урызы, зул, нурыках. Но это мы сейчас разберемся. Пойдемте. Дабон хор. Манкауэ, дылы фаткоэ. Обращаю ваше внимание на произношение согласного звука «к». К примеру, фаткута
кадор, творог, кабушка, капуста. Ага. 35 уже, девушка. İron Zuru. Жахурканы. Курканы. Да. О. Иш кардо. Ишбира. А вот здесь надо произнести мягче. Кардо. И вопрос дополнить местоимением. Ишом кардота. У вас есть груши? Ию кардо. Ю. Да, ию. Сашканы? 40 и 35 было. Да. Ага. 40, 35, 75. Штурбужник. Апельсины, кардота, девушка сочный, очень апельсин, не хотите? Как что я здесь делаю? Я продаю вообще-то. Надо задание изнутри знать, знаешь? Все, вали, не мешай. Кардота, апельсин, ананасы, вкусные, сочные. Ай. Это импровизация высокого уровня. Как говорил мой дед, врага нужно знать изнутри. Ну а сегодня мой враг это вот этот список, который я сейчас озвучил. Мне нужно купить эти продукты, используя только осетинский язык. Сейчас я вам их озвучу. Дуафаткое, юкардо, артово рыжие. Там написано урызые. Амиран, внимательней. Иудзу. А вот это нурайках. Чья-то нога, я не знаю. Литр ахшара, картофа, килограмм, шандра, 4 помидоры. Пойдем. Я понял. Сейчас все будет. Табон хорш. Сашу. G3. Табон хорш. Картофиш. Помним про местоимение картофом иш. При этом вопрос может начинаться из глагола ишом картоф и существительного картофом иш. G3. О. Дуа G3. Ама арта помидоры. Желательно сказать аварман или ратман. Твой ирта помидоры автодартер. Давайте вот какие-нибудь красивые. Вот какие-нибудь розовенькие. Давайте лучше. Сашканы. Штурбужник. Арта штука. Арта G3-то. О. Слова «штука» в осетинском языке нет. Можно сказать просто количество и, собственно, исчисляемый предмет. Арта G3, фон зурызия. Помним, что независимо от количества предмет остается в единственном числе. У нас просто проблемы с финансированием, пришлось разбить копилку. Арта как? Арта нафтсомы. О, вознак. Это проще простого. Пойдемте. Вознак. Салам. Иждан Нурыках. Нету. Очень жаль. Наверное, она меня недостаточно поняла. Иждан Иузу. Это хлеб? Да. Это хлеб. Могли бы в магазине это найти. Иш дуафаткое, ама ию кардо. Нам нужно арта урзы. Урзы, что такое урзы? Салам. Иждан Нурыках. А что это хотя бы, можете сказать? Луки. Ага, луки. А Нурыках это не луки? Вообще все стало еще запутаннее. Салам. Иждан Нурыках. А что это хотя бы, скажите? Чеснок. Чеснок. Ну мы почти близко. Мы почти угадали.
О, вот мы и нашли Нурыках. Салам. Салам, салам. Аримаман и Нурыках. И Нурик Ахтаратту, О, пожалуйста. только, нету у вас гцылы? Ахсабиранай. Бененех цероцем, пожалуйста. Ага, Сашкана. На макаруца сяфта. О, Автяйс. авто не бывает. Бомрахцана кавай сяфта. Вот у меня есть ахса. На Юнурыках у меня есть ахса. Сколько надо? Хари писак бедетес. О, ама ожидать канон сдачи. О, штырбужник, табахут. Картофней. То есть вот во всем базаре нету картошки. Но с картошкой это ладно, и картошку я сейчас найду. Вот у меня вопрос только такой, что такое шанавширы и супал? Да бон хорш. Картоф дами. Картоф. Найма. Сашу помидор. 220 и 170. 170. А Рима, арта помидоры. Какая штука? Арта штука, о. Какая? На, Ветка. тонг джабах, о. На. Хватит? О. Я боюсь, что мне денег, короче, не хватит, но нормально. 136. О, джабах. Жабаха. Ачану. Ачер. Буду чисто. На жена. А? Така. 130. 136. 136. Можно. Тирола. О, Ирон. Мадонда. Аж на жена. Ходят за мной весь день, я их не знаю. Операторы равой марта. Картофель килограмма ардак. Саш? 24. Ну, рашук знаю, а шанавшир не знаю, что такое. Штырбужник. Да, бон хорш. Ирона зориш, о? Ирона нома. Бук? Булк. Амран бажит танокзерт. Амиран узнал новое слово. Булк. Редька. Сашу. Столы. Дуан дуасом. Божно. Забахот. Шанавшир. Давайте. Шанавшир – это виноград. Неужели непонятно? Что-то понятно. Еще учат на меня. Знаете, я осознал то, что я настоящий Шерлок, потому что тут есть слово «шанавшир» и «уцупал». Насколько я помню, шан – это вино, а корень вино есть на этом базаре только в слове «виноград». Значит, сейчас я ставлю все свои деньги на виноград или ухожу с этого проекта. А римаман шанавшир и усупал. Вот. Давайте. О. Да, все. На. Так, это не шанавшир. Это вообще не шанавшир. Ого. Эшкаряк фала ироневжак изучать канен. Ахорканен. О, божно. Ишдан этот. Шанавшира Юсупал. О, нет, Юсупал, супал это, наверное, ветка, да? Нет, нам не ветка, нам вот на все. На Макао. Как и договаривались, ставки сделаны, мы пошли в банк. Кому сорваны? О. За границей. Пашаран за границей. Хорс. Ай тасил.
Как? Орашкаф. Орышкаф? Да. Орышкаф это русский танец? Это русский танец. Владимир Дарбажит та Нокзерт. Клубника Арышкаф к русскому танцу не имеет никакого отношения. О, махош, забахут. Бужник. Ну вот мы и сделали это. Меня смущает в этом списке Нурай Ках, это чья-то нога. Дабон Хорж. Ирона Зорож. Зорен. Арима Ках. Какой ках? Нурай Ках. Нурейк-ах дословно ножка чеснока, то есть головка чеснока, а чеснок просто нура. Нурай Ках. Ищ? Нуриках. О. Нурикамный. Най? Только чеснока здесь нет. Нурай Ках это чеснок? Да. Пахота. Это было, конечно, неловко, но Нурай Ках это не Карка Ках, походу. Давайте найдем. Это было сложно, но мы справились. И в конце концов много новых слов узнал. Например, Орышкаф. Орышкаф. По-моему, Орышкаф. Вот это то, что мне нужно. Дабон Хорш. Арима Нурай Ках. Сашу. Это же покупателям повара ждан. Покупатель Алханак, повар Харинакганак. Алханакдар Аждан, Харинакганакдар Аждан. Или Алханакдар Мохадак, Харинакганакдар Мохадак. О, да, Сашу. Шутама был хаттайдар тединке. Мы помидор-то, G3, бук. Шамай филдаррастак. Еткануина. О. О. Про несладкую еду следует говорить харжат, вкусный, вкусная. Харжат харинак, вкусная еда. Сунья. Арима ю. Мама нардун кедер. Стою 40 рублей. О, хорш. Сашу петрушка. Та по 20 рублей, эти по 10 рублей. Арима петрушка. То. 20. И ветка. Что сказать, сегодня я очень вкусно покушаю. Спасибо, Ансон Ирон. Эта передача научила меня выживать в любых ситуациях и, конечно же, общаться на осетинском языке. Учить язык. Фалварен Фасиш. Задание завершилось успешно. Покупки сделаны согласно списку. Участники проекта выяснили значение слов, которые не узнали на уроке. Кроме этого, их лексика пополнилась новыми словами. Конечно, мы пока не можем говорить о чистоте речи, но основная лексика использовалась активно. Попробуйте и вы, уважаемые телезрители, в ближайшее время совершить покупки и говорить при этом на осетинском языке. В следующем выпуске участникам проекта предстоит пройти увлекательный квест, в ходе которого они должны продемонстрировать свои новые знания. Для каждого участника заготовлены специальные задания, выполнив которые они смогут найти спрятанный артефакт. Все? Ансон Ирон.